Здравствуйте, это программа «Закон и порядок», и с вами я, Сайгын Бирбю. Тема сегодняшней программы – изменения в законодательстве Российской Федерации, регламентирующие оборот оружия на территории страны. Разобраться в этом нам поможет инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Тыва, старший лейтенант полиции Алексей Бахарев. Напомню, что кардинальные изменения в законодательство об обороте оружия были внесены после массового убийства, произошедшего в Казанской гимназии номер 175 11 мая. Тогда погибло 9 человек, 7 детей, 2 учителей. Ранения получили более 20 человек, 18 из которых учащиеся. Начнем по порядку. Алексей Николаевич, с какого возраста граждане России теперь имеют право на регистрацию и приобретение оружия? Согласно изменениям в федеральном законе, с 1 января 2022 года у нас граждане, желающие приобрести оружие, будут приобретать в возрасте 21 года, за исключением лиц, не достигших, то есть данного возраста, это с 18 лет, могут приобретать военнослужащие, либо прошедшие, либо проходящие военную службу, а также лица, имеющие воинские специальные звания, то есть, это у нас сотрудники полиции. То есть гражданские лица, они уже не имеют права приобретать с 18 лет? Да, для гражданских лиц только, получается, те лица, которые отслужили в вооруженных силах Российской Федерации. На какое огнестрельное оружие может рассчитывать гражданин, впервые получивший разрешение на его приобретение? Граждане, получается, желающие приобрести впервые огнестрельное оружие, имеют право приобретать либо гладкоствольное одноствольное, либо гладкоствольное двухствольное, без магазинов, без барабанов. То есть им необходимо пройти стаж двухлетний, после чего они уже могут приобретать с магазином, либо с барабаном, либо с магазином, либо с барабаном гладкоствольные ружья. А для чего это сделано, что только который преломляется, да, вот это оружие? То есть я так полагаю, что на законодательном уровне это было в связи с тем, чтобы меньше происходило чрезвычайных происшествий, потому что с полуавтоматического оружия можно нанести несколько выстрелов, то есть перезаряжая буквально за пару секунд, меняя магазины, производить непрерывную стрельбу. С гладкоствольного, двухствольного либо одноствольного это сделать сложнее. Но если человек, если человек, то есть, занимается, тренируется, то в принципе и с гладкоствольного он может очень быстро производить стрельбу непрерывно. Но это нужно иметь навыки и умения. Получается, теперь с 2022 года гладкоствольным оружием будет являться ствол, имеющий ровно внутри поверхность, то есть не имеющий нарези, либо скручивание ствола. Если в стволе будут содержаться либо нарезные какие-то дефекты, либо сам ствол будет скручен, это оружие будет являться нарезным и приобретаться по лицензии на нарезное оружие. Раньше, то есть до изменения в данном федеральном законе об оружии, граждане до конца этого года могут, получается, приобретать по лицензии на гладкоствольное оружие серии Lancaster и Paradox. То есть, получается, в стволе находится порядка 140 мм нарези, которая позволяет пуле закручиваться и лететь более точно. С нового года данные виды оружия, имеющие в своем стволе нарези, либо скручивание, либо какие-то погрешности, которые позволяют патрону вращаться, вращательные движения создавать, на них будет выдаваться лицензия на нарезное оружие. Те лица, которые уже приобрели данное оружие, закон обратной силы не имеет, у них это оружие никто не отберет, они будут, соответственно, им пользоваться. Но стаж 5-летний им в любом случае придется нарабатывать для того, чтобы в последующем приобретать нарезное оружие. То есть с 2022 года, следующего года, серия Lancaster будет считаться нарезным оружием, потому что здесь присутствует нарезь 140 мм, а также есть стволы, где имеют сверловку Lancaster, либо скрученный ствол, либо парадокс. Соответственно, на них нужно будет приобретать лицензии на нарезное оружие. Если граждане
имели серию, допустим, Ланкастер, либо Парадокс огнестрельного оружия, по каким-либо причинам утратили право на хранение, у них, соответственно, теряется стаж, если не было никаких единиц оружия на руках. И тем самым им придется заново нарабатывать стаж и получать соответствующие лицензии. По оружию, получается, теперь подлежит регистрации списанное охолощенное оружие вступлением в силу с 1 января 2022 года. То есть граждане, которые приобретают списанное охолощенное оружие, обязаны в двухнедельный срок обратиться в лицензионно-разрешительную с целью регистрации данного оружия. Списанное, которое производит звукошумовые эффекты, создавая тем самым, получается, видимость, что ведется потенциальный огонь. То есть от боевого очень тяжело его отличить, так как звукошумовые эффекты на данном оружии, они очень сильные и реальные. Оружие, да, вот это? Есть просто звукошумовой эффект. Это как Вот. стартовый. Получается, в населенных пунктах, в местах массовых скоплений людей, а также там площадях, скверах, во дворах, в подъездах, у себя дома, на своем участке, то есть в огороде, запрещается стрелять с данного оружия. Да, это списанное оружие, которое конструктивно непригодно для стрельбы боевыми патронами. То есть урон, получается, с данного оружия нанести физически нельзя. В части, получается, травматического гладкоствольного оружия ужесточение идет в кодексе уголовном. В статье 222 с 12 июля 2021 года ужесточили наказание. Раньше за гладкоствольное, травматическое, основные части к нему, а также патроны несли административный характер, административное наказание. За передачу хранения оружия ограниченного поражения теперь предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому за передачу патронов от данного типа оружия, либо основных частей данного оружия, либо самого оружия предусмотрена уголовная ответственность. А за хранение? А также за хранение и ношение. То есть, если его нашли, необходимо сообщить в органы внутренних дел, либо в Росгвардию о том, что вы нашли оружие, незаконно хранится, и за это можете получить компенсацию в денежном довольстве. Вот за хранение магазинов, патронов отдельно тоже, да, это касается? Магазин не является основной частью оружия. Получается, за патроны, либо основные части оружия. Изменения в части коснулись невыдачи лицензии. Появилось очень много пунктов. Это касается лиц осужденных 2 либо более раза. То есть им дорога будет закрыта полностью. Также лицам, осужденным за террористические правонарушения, то есть также лицам, совершивших умышленные преступления в отношении несовершеннолетних лиц, за тяжкие, особо тяжкие преступления с использованием оружия, оборотом оружия незаконным. То есть под незаконный оборот попадает это у нас передача оружия лицу, у которого нет лицензии и разрешений, либо хранение оружия без лицензии и разрешений. Но есть тут очень хороший момент. Лица, если нашли где-то оружие незаконно хранящееся, они вправе сообщить в МВД и в Росгвардию о том, что они нашли это оружие. Сотрудники приедут, изымут, и это будет считаться добровольной сдачей оружия, и за это положено вознаграждение. То есть, если это признают оружие, что оно никому не принадлежит, ни на кого не зарегистрировано. То есть, собственников нет, значит, ему правительство выплатит компенсацию. И этот гражданин освобождается от уголовной ответственности. А если в момент проверки, допустим, сотрудники приедут на Чабанскую стоянку или домой придут и выявят факт хранения этого оружия, соответственно, будут уже меры уголовного преследования. Даже если при проверке там выявит, что у него хранится оружие, да, незаконно, он говорит, что я вот сдаю добровольно это оружие, это уже не будет считаться. Это не будет считаться, потому что на момент проверки, то есть мы приехали, мы уже знаем, что человек хранит незаконно, и он пытается уйти от ответственности, будет тем самым говорить, что я там добровольно хочу сдать, еще что-то, вот я там забыл, это уже не пройдет. Ранее это проходило. Примечание, то есть дописали этот момент, что в момент проверки все эти отговорки, они теперь не считаются. До этого была лазейка. Вот До этого было административное, то есть и, соответственно, мягкое наказание было. Поэтому люди халатно относились, свое оружие, получается, передавали на чабанские стоянки, чтобы он скот, а у чабана нету разрешения, а сам собственник вообще в городе живет. То есть, а сейчас, получается,
И собственник будет нести ответственность за то, что отдал оружие, и человек, который хранит это оружие без разрешения. А для наших зрителей будет интересно вот сумму выплат, да, вот за добровольную сдачу. Суммы выплат варьируются от 3 и, по-моему, до 10 тысяч, в зависимости от состояния оружия, модели, калибра. Также это либо взрывные вещества, там, снаряды, гранаты, порох или еще что-то, да? Либо это огнестрельное оружие, там, гладкоствольное, нарезное, травматическое, метательное оружие. Боеприпасы считаются? Боеприпасы также считаются. То есть там тоже все от количества зависит и от калибра. Боеприпасы это с каких начинаются? От ТОС, да, от мелких калибров. Получается все огнестрельные оружия, которые подлежат регистрации и лицензированию. Теперь, получается, нам руки развязали сотрудникам лицензионно-разрешительной работе в плане того, что если владелец оружия отказывается предоставить место проведения проверки, то есть доступ к сейфу, где хранится его оружие, у нас есть основания сделать аннулирование, ознакомить гражданина, изъять данное оружие, и тем самым у него прерывается срок владения. Также можем направить в суд данные материалы для того, чтобы вынесли более жесткие решения. Там штрафы увеличились от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия. Также изменения вступили в силу, что конфискованное оружие теперь подлежит уничтожению Федеральной службы войск Национальной гвардии. То есть все конфискованное оружие не будет реализовываться, как ранее, через магазины и выставляться, будет уничтожаться. Проверки проводятся теперь это независимо от времени суток, да, если, например, ночью вы пришли к человеку, сказали, мы пришли проверить ваше Нет, оружие. основания для проверки тоже есть определенный перечень, то есть это либо в рамках рассмотрения заявления, если гражданин обратился с целью приобретения, продления, переоформления, либо утраты или хищения, основания для проверки. То есть просто так, допустим, чтобы сотрудник взял и пришел без причины, такого нет. То есть в 8 приказе Росгвардии четко прописаны требования, на основании чего мы имеем право проверять владельцев. То есть просто так к одному и тому же владельцу я не могу неоднократно проходить. Вот. Это касается и участковых полномочий полиции? Участковых полномоченных полиции здесь, получается, мы пишем в адрес участковых запрос на проведение проверки, и на основании проверки они проводят. Если участкового полномочия не впустили в квартиру на проверку, то действует вот это. Также у участковых есть свои нормативно-правовые акты, которые им позволяют проводить проверки. Это касается праздничных мероприятий. Допустим, если в центре города или, допустим, даже в селе, в администрации где-то там происходят какие-то мероприятия, участковые имеют право проводить проверки с целью недопущения неправомерных действий со стороны владельцев оружия. То есть они должны разъяснить правила, что, допустим, завтра, послезавтра проводится у нас какой-нибудь праздник, там Шага-Беле или еще какой-то праздник, допустим. И, соответственно, оставляйте свое оружие дома, по улице ходить с оружием нельзя, потому что очень большое скопление людей. Вот. Ну, кроме основания, вот, например, участковый полномоченный полиции пришел проверить оружие, его не пустили, он может составить протокол. Участковый в этом случае обязан нас информировать. И в этом случае... Да, и мы совместно проводим проверку, устанавливаем факт нарушения данным лицом. И все. То есть протокол составляется, если именно вы проверяете и вас не впустили, не дали проверить. Аннулирование. То есть аннулирование разрешения составляется сотрудниками Росгвардии, то есть лицензионно-разрешительный. Участковые аннулирование не могут. Участковые могут составить протокол, направить протокол в адрес лицензионно-разрешительной для принятия соответствующих мер, а также он имеет право изъять оружие, если установил факт нарушения федерального закона. Какое оружие может носить при себе человек? Получается, оружие может он при себе иметь гражданское, то есть травматическое, ограниченного поражения, гладкоствольное, нарезное, для ношения с национальными костюмами, то есть это клинки, холодное клинковое оружие, это если с казачьей формы одежды, либо тувинские национальные костюмы, да, тоже там есть клинки. Для этого также они получают разрешение в лицензионно-разрешительной работе. Еще также есть момент коллекционирования и экспонирования. То есть это лицензии, позволяющие вносить в коллекцию оружие, но она не позволяет право им, получается, носить это оружие и использовать. То есть она у них хранится в
в сейфе должным образом, просто в виде коллекции. То есть, если человек желает собрать какую-то коллекцию, он складирует. Но с собой носить это оружие где-то по городу, еще что-то, именно для коллекционеров, это запрещается. Уважаемые владельцы оружия, Центр лицензионно-решительной работы обязывает следить за сроками хранения, ношения своего огнестрельного оружия за месяц, не позднее, чем за месяц до истечения срока, продлевать данное разрешение. Можете за 2-3 месяца собирать все необходимые документы и продлевать его. Передавать патроны, основные части и само огнестрельное оружие лицам, не имеющим разрешения и лицензии, категорически запрещается. В заключение традиционно напоминаю изречение Цицерона, что знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл. Наша съемочная группа благодарит оружейный магазин «Ирбиш» за оказанную помощь при подготовке программы. Над программой работали Сайгын Бербю, Айдын Кула, Чайхан Донгак. До встречи в следующем эфире. Смотрите программу «Закон и порядок» на телеканале Тува-24 и я ее ведущий Сайгын Бербю.